Мухаммед Калайдушукевич, вы знаете, отражая мнение большого количества наших граждан, избирателей, хочу сказать, что на сегодняшний день вот правительство мне лично напоминает плохой оркестр, где, в принципе, видно, что нет координации, нет единого направления, единой логики. За год практически половина состава Кабинета министров, 9 министров, 3 руководителя госагентств, они ушли. Сейчас еще 3 кандидата мы переутверждаем. Но есть несколько основных компонентов для того, чтобы этот оркестр играл грамотно и достойно. Это прежде всего команда. Вопрос, каким образом вы подбираете кадры на сегодняшний момент? Спасибо за вопрос. Наталья Владимировна, помните, когда сформировали наше правительство в прошлом году, для формирования правительства, во-первых, было мало времени, и членами правительства и руководителями государственных органов большинство стали, я бы сказал, что не с моей командой. Поэтому вот смена 9 министров и 3 председателей комитетов происходит по ходу работы правительства. Ставится задача, не выполняется, меняется. И вот 4 министра, 4 руководителя, то же самое, что поставлены задачи в некоторых случаях, большинство случаев, ушедшие члены правительства, они не выполнили. Об этом я открыто говорю. И вот 4 кандидатуры, которые мы сегодня представляем, подбирал я сам. И за успехи, и за недостатки буду отвечать я сам. А у вас Спасибо. есть команда и какие-то критерии отбора в эту команду? Команда формируется. Сейчас идет ход формирования правительства, формирования команды. Одним из критериев не является наличие родственных связей для формирования такой команды? Никак. Только профессионализм. Ни родство, ни кумовство, ни землячество, ни тральбализм. К сожалению, Только... система опровергает это, то есть поверх формальной системы у нас активно процветает и работает система родственных связей, которая нивелирует критерии отбора и так далее. Правительство мне во многом напоминает еще и пожарную команду. Как только гражданское общество поднимает какую-то проблему, идет реагирование. Такое ощущение, что нет и второго важного компонента для успешной работы – это видение и стратегии. Вы можете сказать, вот по 3 этим ведомствам 3 основных национальных, скажем, крупных проекта, которые содержат в себе действительные реформы, нужные на сегодняшний день обществу? Минсельхоз, Минэконом и Комитет информационных технологий. В первую очередь здесь, вот я скажу по Министерству экономики и по Министерству сельского хозяйства. Здесь привлечение инвестиций и поднятие инвестиционной привлекательности нашей страны. Вот. Что касается еще сельского хозяйства, мы должны поднять потенциал переработки, перерабатывающей промышленности, подготовки наших кадров в сельской местности. А 3-й госкомитет, мы все знаем, что мир двигается в сторону цифровизации. Цифровизация – это наше будущее. Это и оказание государственных услуг нашему населению, образование, медицина. Все это зависит от цифровизации. Поэтому, я думаю, это очень большие направления, которые будут вносить в лепту в развитие нашей экономики. Вы знаете, на мой Спасибо. взгляд, ни в такой структуре, ни в таком составе те заявленные серьезные реформы, они осуществимы очень слабо, практически невозможно. На сегодняшний день Минэконом не предлагает никаких инвестиционных проектов и решений. Минсельхоз, извините, бывший, получил от гражданского общества самый минимальный балл оценки, черную калошу, условно говоря, потому что вообще есть сомнения. А какова его роль в развитии сельского хозяйства, которое является очень важным для нашей страны? По Тундук хочу спросить Дастана Дугоева, есть ли саботаж и сопротивление для полномерной реализации этой программы со стороны госорганов?